Сегодня Всемирный день людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это не болезнь, а генетическая особенность, при которой у человека есть дополнительная 21-я хромосома. В обществе к людям с такой особенностью пока относятся неоднозначно. Всемирный день людей с синдромом Дауна как раз и призван изменить ситуацию. Благодаря новейшим достижениям медицины солнечные дети живут полноценно, даже несмотря на особенности в развитии. Мы не могли обойти вниманием этот день, и сегодня в нашей студии руководитель Североостинской общественной организации помощи людям с синдромом Дауна «Время перемен», мама солнечного ребенка Альбина Кутаева. Здравствуйте, Альбина Черменовна. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы узнать о ваших первых мыслях. Вы можете вспомнить первую реакцию, когда узнали о вашем диагнозе? Да, конечно, это невозможно забыть. У меня реакция была очень такая, я бы сказала, трагическая, наверное, даже можно в этом случае сказать. Потому что, во-первых, это было большой неожиданностью. Всю беременность я носила здорового ребенка, как мне говорили врачи. И тут вдруг вот такой сюрпризом, я его называю, и трагедией тогда называла в тот момент. Это было страшно, это был какой-то конец света. Это сегодня я говорю об этом с улыбкой, говорю об этом уже обыденно. Но тогда, к сожалению, все не так красочно было, как сейчас. Рисовались страшные картины. Мне, как студентке в СОГУ биологического факультета, я видела, проходила предмет генетика, я помнила эти фотографии, которые вот в учебниках 60-х годов. К сожалению, у меня на тот момент не было другой информации, и было страшно, да. Сколько сейчас лет вашему сыну? 6,5 лет сейчас Исламу, летом уже будет 7 лет, он уже довольно маленький, довольно большой, но при этом маленький, можно сказать еще, да. Ваш пример говорит о том, что дети с синдромом Дауна могут родиться в любой семье. Просто бытует такое мнение, что дети с таким синдромом рождаются, как правило, у асоциальных родителей. Нет, я очень надеюсь, что многие люди уже просвещены в этом плане, что сейчас, слава богу, есть соцсети, и можно зайти и почитать, что это, как это происходит. И это абсолютная случайность. Такой ребенок может родиться в любой семье, независимо от образа жизни, от вероисповедания, от национальности и так далее. Например, у меня есть 2 взрослые здоровые дочери. Никто из нас даже думать не гадал и не представлял, что такое может случиться. Ни в одном поколении нет у нас детей с таким диагнозом, людей с таким диагнозом. И я вам скажу, что из нашей организации ни у кого, никто, все могут подтвердить мои слова, что это никто об этом не подозревал, что такое может произойти в их семье. Так случилось для чего-то. Расскажите о вашей организации, с чего, собственно, все началось? Ну, с того и началось, вот когда Ислам родился, на тот момент мне казалось, что я вообще одна такая в мире, что я никогда не видела таких детей почему-то. Но потом я поняла, что их, скорее всего, не показывали, родители стеснялись, еще этот менталитет наш осетинский, особо не располагающий, да, показывать детей, немного других. И мне, когда Исламу уже было год или больше, даже больше года, наверное, я стала думать, что почему бы мне не найти здесь таких же мам и не общаться с ними, потому что в соцсетях я общалась с мамами особенных детей из других городов и даже стран. Я подружилась, до сих пор дружу с девушкой из Германии, с таким ребенком. Я стала вот в поликлинике уже приглядываться. Когда уже ты в этой теме, ты уже смотришь по-другому, и, естественно, ты их выцепляешь взглядом. Я подходила, аккуратно знакомилась, всегда показывала, что у меня такой же ребенок. Так насобирала какое-то количество номеров телефона и просила у них. Создала чат в какой-то момент в 2016 году. Я как сейчас помню, это был перед Новым годом. Все были очень рады, очень. Меня ждали, я честно скажу, меня ждали. Все хотели общаться. И вот мы себя называем сегодня, на сегодняшний день, семьей. Вот сегодня нам исполняется 4 года. Символично 21 марта мы зарегистрировали свою организацию в Министерстве юстиции, и теперь мы вот официально уже 4 года существуем. Сколько сейчас деток у вас? На сегодняшний день 120 семей в организации, но это не все семьи, которые воспитывают детей с синдромом Дауна в Осетии. Это те, которые о нас узнали, которые готовы показать своих детей, которые... мне всегда кажется, что мы уже везде и всюду. Оказывается, нет. Вот сейчас опять присоединилась к нам новая семья, там 20-летняя девочка. Оказывается, они ничего не знали. Я всегда искренне удивляюсь. Недавно к нам новая семья, опять у нас есть 2-месячный ребенок. Они прям, я так рада, когда мама вот такого малыша нашла нас на таком этапе, ей намного легче будет пережить вообще все это. Все равно каждой из нас требуется время.
А когда ты видишь рядом вокруг себя таких же мам, таких же детей, и что они не забитые, не Что ты не несчастные, одна. а абсолютно довольно счастливы, еще и гордятся, возможно, своими детьми, да, ну вот, как я, к примеру, я не то, что не прячу его, я его показываю, я пишу, веду блог в Инстаграм, и меня на улице даже встречают, это вот мама Ислам, Ислам, привет. Так вот как-то приятно все это происходит в нашей жизни. А есть ли какие-то организации, может быть, фонды, которые помогают вам? Ну нет, к сожалению, как-то мы вот сами же являемся организацией общественной. Ну, нам пока никто так не помогает. Есть частное лицо, я всегда о нем говорю, буду его благодарить, наверное, всю свою жизнь сознательную. Налц Хавребов, живет он в Москве. Мы с ним лично не знакомы, просто, опять же, в Инстаграме узнал, мы с ним списались, и он нам помогает периодически какой-то определенной суммой. На его деньги мы детям устраиваем праздники вот в наши дни. Вот, например, сегодня использовали какую-то сумму. Вот в октябре бывает месяц осведомленности, тогда тоже проводим. Все благодаря ему. А так вот особо... Ну, кстати, да, вот сейчас люди повернулись к нам. Чем больше людей нас узнают, вот сказать, что прям никто не помогает, я так тоже не могу. Мне особо материальной помощи никогда. Я всегда говорю, мы не просим денег, мы просим отношения к себе, внимания какого-то, чтобы наших детей увидели. Вообще цель создания организации – это была социализация наших детей, показать людям, что вот они есть, и детей наших вывести из темноты, так сказать. Так вот, руководитель... Комитета молодежи Руслан Джусоев всегда рядом, всегда готов помогать. Вот я могу положиться из наших местных чиновников на него, позвонить, он поможет и словом, и делом, так сказать. Ну вот есть вот такие люди, есть, да. Вот вы сказали сегодня тоже, как провели сегодняшний было, день, да, расскажите. сегодня было обязательно, мы не могли этот день обойти, естественно, мы должны были это сделать, но мы это делаем с удовольствием, не по обязанности, так сказать, а делаем это в радость. Сегодня состоялось мероприятие. Это мероприятие в основном взяли на себя учащиеся 26-й школы. Они вот тоже, их можно отметить и нужно, я бы сказала, отметить. Потому что они с нами уже в течение года и стараются каждый праздник для нас что-то сделать. Естественно, под руководством директора школы, с нами рядом. Вот они сами предложили, давайте мы 21-го мы для вас организуем. Были аниматоры, они водили с детьми хоровод прямо в зале 26-й школы. Нас было много, около 100 человек, потому что дети же с родителями приходят, то с мамой, с папой, и детей было. Ну, было весело, все бывает тепло, искренне. Мы себя семьей называем. И это реально бывает по-семейному, тепло и уютно. Расскажите, с какими проблемами сегодня сталкиваются родители детей с синдромом Дауна? Знаете, какая большая основная проблема у нас? Вот у нас сейчас такая, я пока скажу, что хорошо. Хорошо то, что и государство, и люди повернулись все равно к нам, в нашу сторону. Ну, как-то к этому все идет, да? Толерантнее стали люди, во-первых, и закон подталкивает. То есть дети, вот, например, дошкольники, у них все прекрасно. Они все и ходят в детские сады, в обычные, чего раньше было непозволительно, не было такого закона. Сейчас, хочешь не хочешь, его должны взять по району. Дети школьного возраста тоже более или менее все хорошо, тоже по закону имеют право ходить в школу. Есть коррекционная школа, есть обычная средняя школа. Если ребенок готов, приходите, ради бога, мы вам рады. А вот те, которые уже закончили школы, и даже есть, которые закончили училище, у нас такие есть, вот куда им идти, что с ними, как с ними быть? Это вот большая боль моя и мам постарше. У меня-то сын младший, но я занимаюсь же этими детьми, и я очень сильно вот об этом постоянно думаю, переживаю. Нам нужен какой-то центр, мы не знаем, как, мы представляем, как это должно быть, и даже есть примеры, но это должно быть как сказать, на бюджет, мы не потянем это должно быть центр дневного пребывания, наверное, куда будут приходить вот эти вот 16+, где будут какие-то мастерские для них, что-то будут мастерить, возможно, даже реализовываться как-то все это будет. Девочки, может, будут учиться готовить. Вот такое что-то нам прям вот необходимо. Вот это вот большая трудность для нас сейчас. Хотела еще узнать, как вам кажется, за эти 4 года работы вашего фонда удалось ли вам кардинально изменить отношения? Вот я же говорю, я всегда думаю, что да. Мне кажется, что да, все нас знают и все нас видят. Вот я, куда бы я ни пришла с исламом, я никогда еще не столкнулась, ни разу не было никакого негатива. Всегда все с позитивом, все нас любят, все его любят. Ну, они же какие эти дети, да? Их же не зря называют солнечными, ну, в этом что-то есть. Их называют солнечными, потому что они чаще улыбаются,
но это не значит, что они постоянно ходят и улыбаются. Нет, им весь спектр эмоций тоже у них. Они могут и печалиться, и грустить, и плакать, но чаще они вот такие жизнерадостные. Поэтому и люди к ним тянутся, естественно. А если ребенок тебе улыбается, ты ему в ответ улыбнешься, и все хорошо. Потеряла мысль свою, но я хочу сказать, что люди поменяли свое отношение. Ну, в моем случае оно было такое изначально. Но, слушая рассказы мам детей постарше, однозначно да. К ним, конечно, не всегда так относились, как сейчас. Сейчас они ходят и вообще сами себе удивляются, что вот Альбина, вот ты вообще, ну мы не знаем, как нам разорваться. У нас куча кружков, и хотим, и на танцы хотим, и плавать хотим, и в театральный хотим. А как? Мы не успеваем по времени. А раньше было время, когда никуда их не брали. Куда бы они ни постучались, нет, простите, мы не знаем, мы не умеем работать с такими детьми. Ну давайте попробуем. Вот везде человеческий фактор. И сейчас, слава богу, человеки, эти люди, они уже другие, они все хотят учиться вместе с нами. Вы рассказали о том, как отметили сегодняшний день. Да, вот я знаю, что на следующей неделе планируется фотовыставка. Выставка, да. Да, расскажите чуть подробнее. На следующей неделе, в воскресенье, ровно через неделю, 28-го, приглашаем всех на открытие фотовыставки. Будет она проходить возле гостиницы «Владикавказ» на Коцоева. Наши дети с именитыми спортсменами Осетии. Цель выставки вообще в чем бывает? Это не первая выставка, которую мы проводим с нашим любимым фотографом и подругой, мы бы ее назвали, Дзраса Кортиева, несколько лет уже с нами, всегда рядом, всегда готова, абсолютно безвозмездно, это даже не обсуждается, более того, с душой всегда, вот я уже говорю, да оставь уже, нет, я вот это, и все фотографии, которые делает Дзера, всегда бывают, эти глаза детей, она как-то находит к ним подход такой, и на самом деле берет за душу. Вот я думаю, что это будет тоже что-то грандиозное, что-то интересное, люди увидят. Еще раз мы опять же покажем своих детей, что абсолютно они такие же и даже где-то чем-то лучше и симпатичные довольно-таки. И абсолютно не похожи друг на друга, как людям, как это вот распространено, да, что все дети с синдромом Дауна одинаковые. Абсолютно они на родителей похожи. Ну, может, и есть там у них что-то, не знаю, я не вижу уже этой похожести. Я вижу в каждом ребенке своего родителя. Вот люди придут, в очередной раз увидят, скажут, да они же такие же, как все, чего мы боялись, там подойдем в другой раз, поздороваемся, и все будет хорошо. Спасибо вам большое, Альбина Черменова, за интересную Спасибо. беседу.